Yayınımızda devam etemiz saygıdaşlar. Adet üzere bizim stüdyamızda misafirler ve bugünkü mevzumuz kenide sport hakkında olacak. Ama ben bilesem bu sport çeşidi bizim cumhuriyetimizde ne kadar intişaf etti. Tamam bu hafta bizim misafirlerimiz tarif edecek. Elbette, hürmetli dostlar, bizim stüdyamızda Kırım Federal Üniversitetinin futbol takımının vekilleri, daha doğrusu Sergey Velichko baş idmançısı, Bınan Hayro'nun yanında şu takımının ekimi Edem Belalov ve şu takımının oyuncusu Dilaver Nuridinov. Сelamun алейкум, здравствуйте. Рада приветствовать вас в нашей студии. Как настроение? Как началась неделя? Ну, неделя началась хорошо, у меня спокойно. У ребят же еще продолжается чемпионат Крымского футбольного союза, в котором все игроки нашей команды участвуют. Наша команда – это сборная команда студентов. Мы собираемся за 3-4 дня до начала наших мини-турниров, готовимся и после этого играем мини-турнир. Таких мини-турниров 5 в чемпионате, после этого считают общие очки, и после этого определяется победитель. Ребят, то есть времени отдыхать сейчас нет? Ну, как бы нету. Готовим футболистов со стороны медицинской части, чтобы восстановить их полностью. Как бы что зависит от медицинского штаба, мы все делаем, чтобы они играли в Крымском футбольном союзе и в студенческой лиге. Большой штаб медицинский, то есть... Ну, пока я на данный момент один, но в будущем планируем, конечно, чтобы были помощники у меня. Ну, хорошо. И позиция нападающего. Ну, Как давно в футболе? давно, около 20 лет уже. Ого! Интересно. Вы параллельно играете и за сборную университета, и в какой-то команде? ФК Евпатория. Ух ты. Ваша команда стала чемпионом в Национальной студенческой футбольной лиге. То есть хотелось бы вот все-таки об этом подробнее узнать, как все прошло и как вы считаете, что помогло вашей команде добиться успеха? Ну, нашей команде помогло однозначно сплоченность нашего коллектива. На данный момент это единственный турнир, в котором могут наши ребята участвовать за территорией Крыма. И они всегда с большим желанием там играют. Опять же, можно реально посмотреть свою силу, потому что у соперников, как правило, игроки это выпускники футбольных академий, дублей команд высшей лиги. И средний уровень, как сказали судьи, которые были на турнире нашем, которые судят и первую лигу, и высшую, что лидирующие команды, возможно, даже подходят уровню ФНЛ, только не верхушки, а нижней части. Ну и опять же, могут быть лидерами второй лиги. Ух ты, это же на самом... Ну, насколько я понимаю, это же очень серьезный аргумент. Это хорошая и достойная заявка, как бы. Ну, безусловно, наши ребята проявляют там. Вот у нас уже один парень, Владимир Сычевой, уже играет в ФНЛ в Иртыше. Притом в последних матчах забивает решающие голы. Женя Харченко у нас играет во второй лиге в ФК Долгопрудный, они идут на первом месте. Ну и наш голкипер играет за КамАЗ, который тоже на лидирующих позициях во второй лиге. И уверен на 100%, что есть интересы и к остальным нашим ребятам. В общем-то, этот турнир для них тоже как показать себя на высоком уровне и шагнуть дальше. Вот как раз-таки хотелось бы вам, наверное, вопрос задать, потому что это, наверное, мечта любого, да, человека, кто с малых лет играет в футбол, чтобы как-то вот именно продолжить свою карьеру непосредственно в футболе. Вы как начинали, вот как вы пришли именно в футбол, и вот сейчас, на данный момент, какая у вас задача основная? Ну, я парень с села, как бы все как бы начиналось с футбольного поля, где там все по-простому, с ребятами бегали, все начиналось так. Потом я уже 12 лет, меня за совхоз брали играть, за мужиков, и потом играл за Саки, из Саки в Мариуполь, то есть такая жизнь. А сейчас вот именно насчет турнира, который мы скажем, то есть как проходила там игра, было ли сложно вам? Мне нет, мне не сложно было. А нападающего задача проще или как? Выполнял свою работу, все. Да, все-таки... Уже в моем возрасте нет мандража, никакого волнения выходить играть. Вот какова роль нападающего в команде? То есть можно ли сказать, что нападающий он выполняет одну из главных ролей? Или все-таки там вот как-то у каждого своя задача, и каждая задача, не сказать, что она важнее другой? Все 11 игроков важны. Ну, нападающий – это от слова нападение. Он должен как бы нападать, забивать, созидать. Это сложно, конечно. Разрушать – это не созидать, как говорится, и так и в футболе. Сложно созидать, ну, это моя работа.
Эдембей, ваша задача подготовить футболистов, я так понимаю, именно проверить, чтобы все вышли здоровыми. Сколько времени проводится, сколько времени уделяется непосредственно здоровью футболистов? Ну, я бы сказал 24 часа, потому что у нас мы приезжаем на тур, допустим, в какой-нибудь город. У нас игры проходят каждый день в течение 3 дней. Мы стараемся футболистов максимально готовить к каждой игре, потому что это сложно играть 3 дня подряд. Вот перед отъездом на турнир мы обязательно соблюдаем все эпидемиологические нормы. Сдаем тесты на ковид обязательно, которые нам помогает университет, академия медицинская. Готовить футболистов, ну, сами понимаете, что сложно. Футболисты у нас от мышечных травм избегаем, самый травмоопасный вид спорта футбол все-таки. Не Хотя на поспорю. первый взгляд многие считают, что все-таки другие виды спорта, например, такие как борьба, они намного травмоопаснее. Да нет, я бы не сказал. Футбол самый травмоопасный вид спорта. Вы в основном физиотерапевт или все-таки вы выполняете все врачебные задачи в команде? Ну, спортивная медицина, она на то и называется спортивная, потому что как в медицине от А до Я, там вплоть от педиатрии, можно сказать, до хирургии и травматологии. Вот, очень большой, широкий спектр мы выполняем на футболистах. Исследований, восстановлений. Сергей, как вы считаете, на каком этапе, на каком уровне на сегодняшний день такой вид спорта, как футбол в республике? И какие перспективы его развития? Ну, перспективы развития, победа в данном турнире дает нам право по регламенту участвовать в чемпионате Европы. То есть это был бы большой шаг для крымского футбола, в общем-то. А когда планируется теперь чемпионат Европы? Чемпионат Европы планируется в июне месяце в Сербии. Вот, и в течение декабря все клубы должны подать заявки. Но опять же, из-за нашей ситуации политической, ну, ждем решений. Как бы по регламенту мы туда должны ехать. Вы готовили команду непосредственно в этот турнир. Какие наставления, какие установки были именно тренерские, команде, чтобы перед каждым матчем, возможно, что-то, какие-то секреты, как-то находите каждому свой подход? Ну, понимаете, мы с первой игры сразу залезли на первое место. Надо было это удержать. И чем ближе концовка шла, тем было тяжелее. Травмы очень сильно подкосили нас. И, в общем-то, последнюю игру решающую Деливер играл по большому счету на одной ноге. Спасибо Эдем Рифатовичу. Сделал ему какие-то уколы, он выдержал чуть больше тайма. После этого вместо него на фланг выпустили 2 ребят, 30 минут по 15 минут, чтобы сыграли, потому что тоже были мышечные проблемы. Но все удачно закончилось, ребята все силы оставили на поле. А самое сложное было просто их успокоить, потому что волнение, ребята молодые, Держать планку Деливер нужно. поопытней, они знали, что они на первом месте, каждая ошибка может быть роковой. В общем-то, главное было чуть снять вот этот груз. Вот в начале беседы вы сказали, что одним из важнейших факторов достижения успеха – это сплоченность. То есть как достигнуть той самой сплоченности в команде? Проводите ли время вместе вне игр, вне тренировок? В команде имеете? в виду? Да. Ну, конечно. Сплоченность, это под этим словом можно все. Кто-то с кем-то в комнате живет, кто-то с кем-то, у кого-то какие-то интересы. И, ну, и так подобрался коллектив у нас хороший. Это один из лучших коллективов, наверное, в моей карьере. И поэтому это немаловажно. Футбол все-таки это коллективный вид спорта. Не одиночный, как борьба, бокс. Там. Здесь важно как коллектив. И, думаю, большой фактор сыграл в этом. Есть ли желание у вас непосредственно вырасти за рамки крымского футбола? Ну, конечно, есть. У каждого футболиста оно должно быть. То зачем играть, если не мечтать? Ой, это можно цитатой прям прописать, слушайте, это было красиво. А в целом, насколько популярен данный вид спорта на сегодняшний день среди подростков, среди детей, среди студентов? Ну, однозначно сейчас большая популярность футбола. Вы посмотрите, во всех городах, где есть хоть какая-то площадка, там уже есть какая-то секция. Плюс сейчас открылась Академия футбола Крыма в Евпатории. Ну, на данный момент, вот опять же, приезжали на этот турнир различные руководители российские, и мы тогда базировались, весь турнир проходил как раз на арене Крым. И все были в восторге, говорят, что, возможно, 2-3 есть чуть, ну, лучше, но мы однозначно выше, как сказать, с середины, ближе к лидерам, именно по инфраструктуре и по всему.
Не планируете ли вы вот конкретно командой Крымского федерального университета, так сказать, заявиться, возможно, на крымский футбольный чемпионат? Ну, если честно, это мечта у меня такая, чтобы этой командой играть в Крымском футбольном союзе. Но будем пытаться. Ну, мы тогда желаем вам успехов, потому что действительно очень хорошие показатели. Мы с нетерпением ждем результатов, чтобы увидеть все-таки данную команду на чемпионате Европы, потому что очень хотелось бы, чтобы имя Крымского федерального университета звучало везде. И в Европе тоже оно зазвучало. Какие ваши будут пожелания телезрителям, возможно, студентам? Я думаю, пускай ребята скажут, я уже много говорил. Пожелания какие? Сейчас одно, чтобы все были здоровы, берегите дома родных. Это самое главное сейчас. Эдембей? Ну да, самое главное, как бы здоровье сейчас в данной ситуации, вот в связи с эпидемиологической ситуацией. А так у остальных, ну все будет. В жизни все хорошо будет. Да, Да, и с это наступающими праздниками всех. И занимайтесь спортом. Это самое главное. Вас тоже с наступающим. Спасибо огромное, что пришли. И ждем вас с новыми победами у нас в студии. Sağ olunuz. Bizim yayınımız ise devam etti sayılı dostlar. Növbеттeki kısım endi hazır. Keliniz beraberlikte seyir edeyik.